Добрый день, Алексей Егорович. Добрейшего дня, Юрий Александрович. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с доктором исторических наук, профессором Российской академии наук Алексеем Егоровичем Загребиным. И повод у нас тот же, это недавно вышедшая монография Алексея Егоровича об истории финно-угорских этнографических исследований в России. И как мы уже анонсировали, у нас есть еще два замечательных пионера, основоположника финно-угорской этнографии. И начнем мы, пожалуй, уже действительно иностранца, подданного Австро-Венгерской империи, Берната Мункачи. Алексей Егорович, вот я думаю, что любой финно-угоровед, будь он лингвист или этнограф, прекрасно знает имя Берната Мункачи. Но обычно он у нас все-таки ассоциируется с тем, что он в первую очередь лингвист и собиратель фольклора. Да. Вот чем обусловлен выбор, что вы его в число этнографов включили? Да, я думаю, что выбор неоднозначен. В первом приближении. Но я говорю, в традиционном понимании. Сейчас уже рамки достаточно сглажены. Как-то раньше смотрел на него исключительно как на лингвиста. Он автор словаря. Да, и казалось бы, все это естественно, органично, но когда начинаешь вчитываться в его тексты, дневниковые записи, понимаешь, что этнографа в нем никак не меньше, чем лингвиста. Мало того, вернувшись после экспедиции в Будапешт, он долгие годы был главным редактором академического журнала «Этнография» Венгерской академии наук. И в Венгрии он воспринимается равно как лингвист, так и этнограф. И мне захотелось в том числе эту тенденцию в российской историографии несколько переломить и посмотреть на Берната Мункачи как на этнографа. Мало того, что его личная история абсолютно этнографична. Вот об этом поподробнее. Мы никогда не воспринимали Берната Мункачи как не венгра. Для нас он был прежде всего венгерский ученый, но его происхождение, и в том числе его вероисповедание, мало что имеет общего с венгерской народной традицией. Я тоже совершенно относительно недавно узнал, что он, оказывается, все-таки еврейского происхождения. Его предки, выходцы из Верхней Австрии, это приверженцы традиционного иудаизма, причем в его ортодоксальной форме. И изначально фамилия германоязычная, Мунк. Но будучи уроженцем Венгрии, причем тоже не совсем коренной, может быть, Венгрии, он родом из Трансильвании. Даже из Трансильвании. Да. Хотя в Венгрии, особенно в этой части Австро-Венгрии, евреев всегда было много. И, конечно, в общем-то, они не воспринимались уж совсем как посторонние. И уроженец Трансильвании, где особая этнографическая группа венгров живет, Секей, да, он воспитывался в такой очень серьезной венгерской культурной традиции. С одной стороны, органично его еврейское, его иудаистское внутреннее мировосприятие, с другой стороны, секейская военная традиция, это пограничье венгерское. И выбор сделанный, он необычен, потому что, оставаясь до конца своих дней иудаистом по вероисповеданию и долгие годы, будучи школьным инспектором еврейских школ Пештского округа, это основное его место работы. Потому что в Венгрии ученый академического плана – это не место работы. Академик – это не профессия, это приверженность, это вхождение в клуб Венгерской академии наук. А, извиняюсь, деньги он зарабатывал, будучи школьным инспектором еврейских школ. И когда он приехал из своего городка трансильванского учиться в Будапешт, естественно, он выбирал. И выбрал безошибочно. Он стал учиться урало-алтайскому языкознанию у выдающегося лингвиста, кстати говоря, тоже не венгра. Один из основателей, если не сказать основатель венгерской лингвистики финно-угорской, это Йозеф Буденц, приехавший из Германии, из Геттингена, немец,
который приехал учить венгерский язык в Будапешт и остался на всю жизнь и вырастил первое поколение профессиональных венгерских лингвистов. Одним из его учеников, пожалуй, самым талантливым, был академик Бернат Мункачи. Замечательно. И все-таки чем вот этот обусловлен именно финно-угорский поворот, чем его привлекли восточные родственники венгров? Он начал с турецкого. То есть его первый язык, который он начал учить, это турецкий язык и алтайское языкознание как основа. Ну, для венгров это очень типично. Это органично. Вот такая... Почему? Потому что до сих пор в венгерской научной традиции идут серьезные дискуссии, и знаменитые были тюрко-угорские войны, когда часть венгерского общества очень твердо стояла за то, что венгры – это тюрки, и нужно искать тюркские корни. Знаменитый венгерский путешественник Армин Вамбери истоптал не одну пару сапог по Средней Азии и восточным странам в поисках истоков венгров. Кстати, Армин Вамбери тоже был евреем. Ну, кстати говоря, для больших империй это характерно, Да. ведь и для России мы тоже в прошлый раз говорили об очень многих нерусских ученых, которые сделали очень много для изучения вот, Поволжья в данном случае. Абсолютно верно. Здесь этническая принадлежность не играла определяющую роль. Самое главное, какая духовная мотивация была. Мотивация была предельно ясна. Выяснить, а одни ли венгры на этом мире, или все-таки есть народы, которые являются их родственниками. И часть венгерской аристократии вкладывала серьезные средства, свои деньги, на организацию экспедиций. Именно так, кстати говоря, и была создана Венгерская академия наук, когда граф Иштван Сечени вложил свои средства и отдал даже свой дом для помещения Академии наук. Так повел себя граф Зичи, который вложил очень серьезные средства на организацию экспедиций на Кавказ, в Сибирь, на Дальний Восток. То есть это такие меценаты, которые преследовали конкретную цель. Понять, кто мы, какие мы и какие были наши предки. Действительно такой высокий подъем национального самосознания, что прямо все слои общества практически включились в эти поиски. Да, и этнические группы, не только, собственно, венгры. Надо сказать, что Бернат Мункачи, будучи учеником Буденца, интересовался не только лингвистикой. Их первая экспедиция со своим другом, с которым они на протяжении всей жизни общались, вместе работали, с Игнацем Кунашем, они поехали на территорию Молдовы. Это территория современной Румынии, где живет одна сравнительно многочисленная группа венгерского народа. Это этническая группа Чанго. Чанго, да. И вот первая экспедиция к Чанго, по сути дела, сделала из него этнографа, потому что он увидел, отделить народ от языка, народную культуру от языка невозможно. Да, пожалуйста. Потому что, собирая фольклор, ты волей-неволей погружаешься в живую этнографию. Это в его дневниках очень четко зафиксировано, потому что он пишет: да, мне было трудно, но то богатство языковое и культурное, которое мы увидели, не имеет в себе аналогов в обычной городской жизни. Первый раз, выехав за пределы городской цивилизации, он понял, что он хочет туда возвращаться. В поле. Да. И Алексей Егорович, наверное, по сравнению со всеми вот персонажами вашей книги, пожалуй, именно у Берната Мункачи очень большой объем, собственно, удмуртских материалов. Можно вот как-то вот и это тоже оценить, что составляет особую ценность. А потом, наверное, мы поговорим о вот том лагерном лагерном этапе. Для Берната Мункачи удмурты стали учебой. Его учебой как этнографа. Потому что он приехал в Казань совершенно еще молодым человеком, в 25 лет. Может быть, еще не до конца освоив русский язык. Что тоже очень важно. Да, что важно, потому России, что работая в России, независимо от того, какие народы являются объектом исследования, нужно коммуницировать с ученым миром. Безусловно. И Казань
где Ильминский Николай Иванович и профессора Казанского университета встретили его радушно, помогла адаптации. Именно в Казани проходила адаптация Берната Мункача во всех его экспедициях и к удмуртам, а затем уже и в Сибирь. К обским уграм. К обским уграм. Почему Казань? Все та же Казанская учительская и народческая семинария, которая воспитала не одно поколение финно-угорской интеллигенции начала XX века. Именно там он встретил своего друга, ученика, наверное, даже можно так сказать, удмурта Сарапульского уезда Николая Ивановича Иванова, который и стал его проводником в мир удмуртского языка и этнографии. И вот этот творческий тандем проехал по всей Удмуртии. Замечательная, кстати, книга была опубликована Иштваном Козмачем. Это дневники Берната Мункача о его путешествиях к удмуртам. Более того, еще где-то примерно четверть века назад, буквально так, когда я только учился, Иштван Козмач преподавал венгерский язык в Удмуртском госуниверситете, он мне даже предлагал заняться этой темой, но я вот тогда не решился, а вот Иштван все-таки вот смог, я опубликовал эти материалы. Да, опубликованы материалы. Мало того, они опубликованы в Словакии, то есть эта книга вышла в Словакии. Но это не должно удивлять, потому что родной город все-таки Берната Мункача, я оговорился, если я не ошибаюсь, все-таки он еще связан со Словакией. Ну, учитывая, сколько венгров там живет, и конечно, сам Козмач там работал тоже в университете, в Нитре. Это нормально. Но речь о другом. Встретив радушный прием в Казани и оказавшись не чужим человеком в удмуртских селениях, благодаря проводнику и помощнику экспедиционному, он, вот такое слово, наверное, можно использовать, прикипел. Прикипел к удмуртам, к удмуртскому языку. Не случайно такие богатые собрания, и словари, и фольклор были им собраны. Затем будут другие экспедиции, другие этапы его жизни, но каждый из нас вспоминает первую любовь. Вот, понимаете? Я думаю, что это была первая любовь. И потом она его, видимо, не покинула даже в то время, когда наши страны империи воевали. Потому что вот этот эпизод, или даже целая история в Эстергоме. Я бы даже сказал, это не эпизод, это целая глава его личной истории, когда свершилась страшная Первая мировая война, и на полях сражений встретились не просто империи, а народы, населявшие континентальные империи. Империи исчезли, народы остались. И вот, наверное, это гуманистическое понимание жизни привело Берната Мункача к воротам лагеря для военнопленных в Эстергоме. Он специально взял отпуск со своей должности инспектора школьных учреждений и приехал в Эстергом, потому что для него стало новостью. В газетах Будапешта было написано, что не только, оказывается, русские живут в России, но и другие народы поступили в лагеря для военнопленных. Он приезжает в самый большой лагерь около венгерского города Эстергом и, обращаясь к военному руководству, он действительно получает сведения, что множество народов, в том числе и родственные народы венграм, находятся в плену. Первые 36 удмуртов были им выделены в качестве информантов. Военные власти пошли навстречу, и в течение 2,5 лет Бернат Мункача работал с удмуртскими военнопленными. Конечно. И он собрал ведь богатейший материал. Огромный материал, причем удмурты были из разных диалектных групп, из этнографических групп, что стало для него большим открытием, потому что со многими он не общался до того. Даже были удмурты из Покровского Урустамака. То есть это еще тогда Самарская губерния, ныне, понятно, это территория уже Республики Татарстан, по-моему. Или Оренбургка. Это, в общем, в той стороне. Это очень самая южная, южная восточная группа удмуртов. Как бы то ни было, он добился от военных властей того, чтобы удмуртов освободили от принудительных тяжелых сельскохозяйственных работ.
Военнопленные участвовали в сборе урожая, участвовали в пахоте, то есть вся та крестьянская работа, которая была им знакома, венгерские мужчины на фронте, они выполняли всю эту, тяжелую, надо сказать, функцию сельхозработников. Но информанты Мункачи были освобождены, то есть их задача была в другом. Они несли пользу науке. Мало того, он добился, что самые лучшие информанты были переведены в Будапешт. Он их трудоустроил работать на газораспределительную фабрику, то есть на стратегическое предприятие, по сути дела. И для того, чтобы, живя в Будапеште, он имел возможность продолжать с ними свою работу. А ведь он уже был не молод, в это время ему уже было за 50, и поэтому… По тем временам это уже солидный возраст. Слава Богу, он прожил долгую жизнь, но тем не менее, это надо иметь здоровье, скажу. И если мне даже память не изменяет, он не успел полностью обработать эти материалы, потому что они были изданы уже Давидом. Совершенно верно. Началась Вторая мировая война. Бернард Мункачи скончался в 1937 году, но до конца своей жизни с помощью учеников Адона Беке и, конечно же, Давида Фокаша-Фукса работа над удмуртскими материалами шла. Но не было денег. Не было денег, и Давид Фокаш-Фукс, его преемник, его ученик, обратился к финно-угорскому обществу. И руководство финно-угорского общества в Финляндии приняло решение завершить работу над этими материалами удмуртскими, и они были изданы отдельным томом в 1952 году. 743 страницы. Да, это я до сих пор помню, как мы читали эти. И если Алексей Егорович нечего добавить еще к этой довольно замечательной истории, я бы хотел обратить внимание еще на одну замечательную связь Финляндии и Венгрии в венгерском, скажем, не то чтобы следе, но заметном влиянии венгерского ученого Януша Янко на классика финской, финно-угорской этнографии Уно Тави Сирелиуса. Так ведь? Совершенно верно. Есть интереснейшие материалы, которые говорят о научных и культурных, дружеских связях финских и венгерских ученых. Они начались достаточно рано, потому что еще в начале XIX века пионер венгерского финно-угроведения Антал Регуле ездил в Финляндию, где встречался с финскими учеными, в том числе в Швеции он встречался с Арвидсоном, человеком, который сказал: шведами мы больше не являемся, русскими стать не сможем, так будем же финнами. Да, то есть с этого и началась финская интеллигенция. И Регуле с ним встречался, правда, в Стокгольме, где Арвидсон был в такой эмиграции культурной. Но как бы то ни было, эти связи особенно активизировались в 60-е и 80-е годы, когда и Пал Хунфалви путешествовал по Финляндии, и Анти Ялова активно общался с венгерскими коллегами. То есть этих связей найти достаточно много, и финно-угорское общество издало несколько томов переписки финских и венгерских ученых. Именно в 60-е, 90-е годы XIX века, когда и Альквист, и другие находились в постоянной такой дружеской переписке со своими венгерскими товарищами. Как бы то ни было, финская и финно-угорская этнография напиталась идеями от венгра. Заведующий этнографическим отделом Венгерского этнографического музея Януш Янко приехал в конце XIX века в Хельсинки, Гельсинфорс, как он тогда назывался, и пришел в университетский этнографический музей, где начинал свою карьеру выпускник университета, совершенно еще молодой человек, Уно Тави Сирелиус. Встретился сложившийся ученый, молодой, но уже, как пишут сами венгры, продвинутый в теоретическом отношении. И молодой амбициозный финн, который понял: вот он учитель, вот он наставник. И сложился творческий тандем, который, подпитавшись средствами венгерского графа Иоанна Зичи, который профинансировал поездку Янко в Сибирь,
финно-угорское общество профинансировало поездку Уно Таави Сирелиуса, и они отправились в Россию. Изучать народы, да. И хотелось бы тоже вспомнить, что первая большая диссертация Уно Таави Сирелиуса, она посвящена финно-угорскому рыболовству. Да, запрудному или запорному рыболовству, что тоже было вдохновлено работой еще Отто Хермана. Абсолютно венгерского этнографа. И с Янушем Янко они как раз, ну, они, естественно, были под впечатлением идей эволюционизма, и рыболовство в их глазах смотрелось как наиболее архаичный вид, наверное, хозяйствования. И вот когда я задал себе вопрос, а почему рыболовство, почему не охота, почему не земледелие, я понял, а это действительно наименее изменившаяся форма хозяйственной деятельности, потому что в охоте мы видим уже кремниевые, а затем уже и не просто кремниевые оружия, а винтовки, карабины, извините, авизнан и колтон. Земледелие тоже значительно продвинулось. Вот мы здесь видим. А рыболовные крючки, они как были рыболовными крючками, острога, как она была, острогой так и осталась. И технологические изменения пришли в рыболовство очень поздно. Да, по сути дела, мы до сих пор вот теми дедовскими методами пользуемся, что и были. Поэтому рыбная ловля – это действительно основа, от которой начинается дальнейшее движение хозяйства вперед. Но по поводу тех типологических серий, которые составляли и Януш Янко, и Сирелиус, сейчас можно много с юмором говорить. Ну, конечно, это уже давно продвинулась наука вперед, но тем не менее, вот Сирелиус ведь он не остановился на рыболовстве и известен своими замечательными работами, в том числе такого сравнительного компаративистского плана. Я хочу сказать, что Сирелиус охватил все. Да, практически вся материальная культура финно-угорских народов, она так или иначе охвачена была Сирелиусом. То есть это его работа о народном зодчестве и о народной одежде. Да, о народной одежде 1915 год, о народном зодчестве это 1905-1907 годы. В том числе всегда приятно прийти в Национальный музей Удмуртской республики и увидеть фотографии Сирелиуса, сделанные в Бураново, где он изучал удмуртское народное зодчество, народную архитектуру. Благо, что первые шаги были сделаны Хейкелем. И диссертация Хейкеля была первой. Уже подготовлена. Но в Финляндии для меня тоже было открытие, когда говорили о Сирелиусе, а говорили мы с человеком, который написал диссертацию о Сирелиусе. Один из моих наставников, профессор финно-угорской этнографии Юхани Урмас Эрик Лехтонен, в 1972 году написал книгу «Сирелиус и этнография». И там, когда мы с ним беседовали, он сказал, что в начале 20 века у Сирелиуса появилось новое прозвище – профессор Ковров. Я говорю, это фамилия? Нет, говорит, профессор Ковров – это потому, что он изучал вот именно такие домотканные ковры, стали его одним из излюбленных предметов исследования уже в 20-е годы 20 века. Именно народное искусство стало финальной точкой в его монографической карьерной иерархии. Я думаю, что это закономерно, начиная с рыболовства, с каменных крючков и костяных острог, прийти вот к таким шедеврам, к искусству. Да. То есть от самого начала к самому верхнему пределу это народное художественное творчество и чувство. Прежде всего. И насколько я понимаю, что вот такое многообразие интересов и собранный материал позволили Уно Таави Сирелиусу стать и значительной величиной и в финском музееведении. Так ведь? Он более 20 лет был заведующим отделом финно-угорской этнографии и вообще этнографическим отделом руководил в Национальном музее Финляндии. И был такой абсолютно музейный человек. Хотя, в отличие от Хейкеля, который хотя и значился доцентом финской этнографии, прочитал всего несколько лекций. Он понял, что преподавание – это не его стезя, а Сирелиус смог сделать над собой революцию. Он понимал, что нужно готовить следующее поколение этнографов. И поэтому в 1919 году в Национальном музее Финляндии была проведена первая финно-угорская выставка.
А в 1921 году была создана кафедра финно-угорской этнографии. И по праву, конечно же, он стал первым ее профессором, основателем и отцом для первого поколения профессиональных финно-угроведов, этнографов Финляндии. И насколько я помню, вот из вашей книги, что в Национальном музее Финляндии долго даже не решались как-то модернизировать и изменить ту выставку, экспозицию, да, концепцию, которую предложил в свое время Сирелиус. Это уже говорит о качестве, о проработанности вот, тех материалов, которые он собрал. Ну и масштаб личности, конечно. Хотя, говоря о Сирелиусе и масштабе личности, здесь можно немножко поиронизировать. Сам по себе он был весьма невысокого роста, да, но личность была громадная. И я так понимаю, что действительно вот та плеяда его учеников, в первую очередь, наверное, Альберт Хемелайнен, они и продолжили его дело, что и, в общем-то, и сейчас для нас кафедра финно-угроведения Финляндии – это, в общем-то, ориентир для вот кафедр подобного профиля. Да, безусловно, это была первая и, по большому счету, единственная кафедра, которая имела такой профиль, именно финно-угорская этнография. Времена меняются, многое переосмысливается заново, но ясно одно: если бы такой кафедры не было, ее нужно было бы придумать. Потому что материал к началу 20 века уже был накоплен. Это были полевые материалы, это были вещевые материалы, это были личные наблюдения, в том числе и опыты этнографической журналистики. Это все нужно было объединять. Драма состояла в том, что с установлением советской власти полевые экспедиции к родственным народам Советской России, а затем СССР, по сути дела, прекратились. И, к сожалению, переписка наших ученых, начинающей от интеллигенции финно-угорских регионов России с профессорами Финляндии и Венгрии стали только доказательством их стали печальным доказательством в шпионской деятельности против Кузибай СССР. Герд мечтал побывать на стажировке у Сирелиуса. Сохранились его письма. И финно-угорское общество, когда он отправил свою диссертацию «Человек и его рождение у восточных финнов», это был его пропускной билет. Но ситуация поменялась. Сохранились его письма второму профессору финно-угорской этнографии Альберту Хемелайнену. Коми-этнограф Василий Петрович Налимов дважды был на стажировках, на стажировках у Сирелиуса еще до революции. Марийский пионер этнографии Тимофей Евсевьев на протяжении 20 лет состоял в переписке с Сирелиусом, и они были в совместных экспедициях. То есть это вот те люди, которые успели захватить дух финно-угорской этнографии в совместной работе. Ну и слава богу подхватить, потому что, конечно, у нас, можно сказать, что не было их прямых преемников, как у Сирелиуса был Хемелайнен, но тем не менее понимание, какую роль внесли вот эти первые наши ученые национальные в развитии этнографии в финно-угорских регионах, в общем-то, и для нас тоже является ориентиром и каким-то духовным символом даже. Я об этом тоже думал и хочу такую мысль высказать. Совсем не обязательно быть лично знакомым. За нас говорят наши тексты, за Сирелиуса говорят его тексты. Потому что тот, кто читал его работы, конечно же, Сирелиусом не станет никогда. Но это колоссальный опыт, который откладывается, от которого можно отталкиваться, соглашаться или не соглашаться, иронизировать над эволюционизмом, критиковать. Но мы прекрасно понимаем, что это качественный, прежде всего, полевой материал, а он никогда не обесценится. Интерпретаций может быть сотня, а может быть и 1000. Но основа – это живая материал, этнография. Конечно. Вот. Так, ну что, будем завершать? Думаю, что да. Ну, дорогие друзья, сегодня мы говорили с Алексеем Егоровичем Загребиным о выдающихся ученых финно-угроведов. И я думаю, что у нас есть замечательные примеры того, что финно-угроведение может стать действительно вот тем сокровищем любого национального музея, любого университета. И, соответственно,
Мы приглашаем вас в музей, мы приглашаем вас в университет, чтобы приобщиться вот к тому знанию, которое собирали до нас наши предшественники и которые дают нам великолепную палитру родства финно-угорских народов. Спасибо, Алексей Егорович. Таубаджим. Тау.